Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Меня зовут Асланбек Канцарбаев. И если вы интересуетесь историей казахского народа, хотите обсудить малоизвестные страницы истории нашей страны, подписывайтесь на мой канал по приведенной на экране ссылке. Досмотрите данный видеоролик до конца и обещаю, что узнаете не только много новой, но и самое главное, интересной информации. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и указывайте, какие еще темы вы бы хотели узнать из истории казахского народа. Наша история – это достояние прежде всего казахского, а потом и казахстанского народа. Поэтому распространяйте мои исторические видеоролики среди своих знакомых и близких. И пусть казахи гордятся своей историей, а другие национальности пусть восхищаются и одновременно опасаются пойти против казахов. Итак, мой канал «Сделано в Казахстане», и я начинаю свою очередную лекцию. Сегодня я поведу речь об одном из сильнейших племен не только казахского народа, но и всей Великой Степи от берегов Тихого океана до Черного моря. Племени, могущество и влияние которого в степи мировой истории можно сравнить с могуществом и влиянием великих гуннов, могучих тюрков, воинственных монголов Чингисхана и государством хромого Тимура. Племени, которое стало ядром формирования таких современных народов, как казахи, татары, башкиры, ногайцы, каракалпаки, киргизы и другие. Это великий народ кыпчаки, история которых насчитывает около 3000 лет. Предки кыпчаков, это воинственное племя сиры, кочевали в IV-V веках в степях между монгольским Алтаем и восточным Тиньшанем, упоминаясь в китайских летописях как Сиянто. В VI веке нашей эры сиры входят в состав тюркского племени Теле и становятся одними из основателей Великого Тюркского каганата. О силе и влиянии племени сиров свидетельствует тот факт, что именно им была доверена охрана ставки великого кагана в городе Суяб. После раздела тюркского каганата на восточный и западный, племя сиров начало борьбу за власть над восточными тюрками. Вождь сиров Ишибо в 629 году объявляет себя каганом и располагает свою ставку в горах Яньмошан. На обширной территории от Алтая на западе до Хингана на востоке и от Байкала на севере до пустыни Гоби на юге создается грозное государство сиров Сиянто. Это государство действительно было грозной силой и с первых дней пытается подчинить себе центральноазиатские степи и вытеснить китайцев из Монголии. Но в 646 году против Сиянто объединяются войска восточных тюрков и китайской династии Тан, которым все-таки удается разгромить этот могучий каганат. Особо тут хочется отметить, что сиры Сиянто не потерпели бы поражения, если бы не предательство входящих в состав их государства племен уйгуров, в решающий момент перешедших на сторону китайцев. Последний вождь Сиянто Або Дагань был вынужден бежать из ставки, а вся его семья была перебита. Земли государства Сиянто были разделены между победителями Китаем, восточными тюрками и уйгурами. Остатки многочисленного народа Сиянто были вынуждены откочевать на запад и поселились на Северном Алтае и Верхнем Прииртышье. Разгромленные, обессиленные, измученные сиры на новом месте получают от местного населения прозвище Кыпчак, что означало на тюркском языке «злосчастные обездоленные». Освоившись на новом месте, прекрасные наездники и блестящие воины, кыпчаки присоединяются к местному тюркскому племени кимаков, поддержав их борьбу с племенами огузов и карлуков. После образования кимакского каганата, раскинувшемуся на территории Северного, Восточного и Центрального Казахстана, кыпчаки превращаются в сильнейшее племя данного государства,
Кыпчакские вожди возглавляют даже всю армию кимакского каганата. Но не все кыпчаки остались довольны ролью подчиненных кимакам, и вскоре часть кыпчакских племен уходят на земли хазарского каганата, подчинив степи Северного Причерноморья и Кавказа. Таким образом, огромная территория от Дуная до западных отрогов Тянь-Шаня, Иртыша и озера Балхаш становится ареалом распространения многочисленных кыпчаков, которые, однако, не были объединены в одно государство, кочуя отдельными племенными союзами во главе со своими ханами. Но все же данная территория в исторических источниках получает название Дэшт и Кипчак, то есть земля кыпчаков. По всему Дэшт и Кыпчаку кыпчаки вели беспрерывные войны с соседями, главной целью которых было приобретение добычи и грабеж населения. От жестоких набегов кыпчакских племен вплоть до прихода войск Чингисхана страдали русские княжества, Византия, Восточная Европа, Средняя Азия, Кавказ. В конце IX – начале X века кыпчаки уничтожают и кимакский каганат. Представители воинственных, но не сумевших объединиться в одно государство кыпчаков по всей данной территории занимали важные государственные должности при различных династиях. Нередко кыпчакские ханы заключали брачные, политические, военные союзы с соседями, участвовали в войнах соседних государств как союзники или наемники. Из кыпчаков формировались гвардии и лучшие воинские части оседлых государств. Так, для того, чтобы остановить набеги кыпчаков, грузинский царь Давид IV был даже вынужден жениться на дочери кыпчакского хана Атрака. Сын же Атрака, хан Кончак, почти полвека решал, кому и в каком русском городе княжить. Те же кыпчаки стали основной военной силой, помогшей армянскому царю Хасрову I получить независимость от Иранской империи. В XIII веке Дэшт и Кыпчак завоевали войска Чингисхана, и подавляющее большинство кыпчаков вошло в состав улуса Джучи, а затем Золотой Орды. Одним из племен, оказавших наиболее яростное сопротивление монголам, считаются именно кыпчаки. После завоевания территории Дэшт и Кыпчака, кыпчаки истреблялись как наиболее сильные из кочевников, а другие тысячи кыпчаков были проданы монголами на невольничьих рынках Востока. В основном бесстрашные и отважные рабы-кыпчаки привлекались к военной службе у своих новых хозяев, нередко даже возвысившись на чужой земле до самого высокого уровня. Так, бывший раб кыпчак Айбек основал Делийский султанат. Другой кыпчак, тоже из рабов, Иль-Дениз, основал в Азербайджане, Арране и Северном Джибале государство Иль-Денизидов. Далее на запад, уже в Египте, рабы-кыпчаки образовали Мамлюкский султанат и правили в Египте вплоть до XV века. Несмотря на то, что в результате монгольских завоеваний кыпчаки утратили политическое лидерство в степях Евразии, они быстро ассимилировали монголов и передали им не только свой язык, но и свою культуру. Даже улус Джучи, а впоследствии и Великая Золотая Орда, даже носили официальное название Дэшт и Кыпчак. Именно кыпчаки считаются основной силой, покорившей сердце старшего сына великого Чингисхана Джучи, который в своем улусе стал внедрять все кыпчакское. Государственным языком Джучи объявляет кыпчакский язык. Большое влияние получает пропагандируемый кыпчаками ислам. Вскоре Джучи даже женится на кыпчакской принцессе по имени Хан Султан, от которой рождаются будущий хан Золотой Орды Берке, видные монгольские полководцы Берке-Шар и Буре. В улусах других сыновей Чингисхана кыпчаки также занимали важные места. Так, в монгольской империи Юань
завоевавший весь Китай, огромную роль играл кыпчакский полководец Тутуха, начальник личной гвардии знаменитого Хубулай-хана. Известен даже случай, когда великий Хубулай-хан приказал первыми из отличившихся воинов наградить кыпчаков, вопреки закону о награждении первыми исключительно монголов. После распада монгольской империи Чингисхана кыпчаки сохранили влияние почти во всех частях этого государства. В 1464-1465 годах кыпчаки принимают активное участие в образовании казахского ханства. В частности, в годы борьбы казахов с ханом Абулхаиром кыпчаки первыми поддерживают султанов Жанибека и Кирея, заметно усилив казахов. Возглавляли кыпчаков в это время легендарный Кобланды батыр Тохтарбайұлы, отвага и мужество которого во всем Дэшти кыпчаки были несравненны, и выдающийся Казтуган Жырау, позже сыгравший огромную роль в присоединении к казахскому ханству территории ногайских улусов. Таким же бесстрашным воином впоследствии стал и сын Кобланды батыра Айбас батыр, полководец и соратник выдающихся казахских ханов Мурындыка и Касыма, имя которого даже превратилось в уран всех кыпчаков. В благодарность за верную службу и могучую поддержку первые казахские ханы выделили кыпчакам наиболее плодородные земли на южных берегах Сырдарьи, в ее среднем и нижнем течении. Зимовки кыпчаков располагались у озера Зайсан и на берегах реки Тобол. Огромную роль сыграли кыпчакские батыры в казахско-джунгарской войне, и прежде всего это знаменитый Кожамсугур батыр, руководивший изгнанием джунгар из Сырдаринского региона, и отважный Тлеуле батыр Абдрахманулы, командовавший кыпчаками в таких крупных сражениях, как Анракайская битва и Булантинское сражение, представлявший многочисленный род кыпчаков на собрании всех жузов в Орда-Басы в 1710 году. Недаром прославленный Тама Есет батыр выдал замуж за Тлеуле батыра свою единственную сестру Жапалак. Рожденный от этого брака Нияз впоследствии стал известным казахским бием, советником самого Аблайхана, который называл Нияза ханом всех биев. Прославились кыпчакские войны и в борьбе против Коканского ханства, стремившегося завоевать Южный Казахстан. Это Жакып батыр, Өтеп батыр, Ажибай датқа, Кул батыр и многие другие. Огромное количество казахских биев выдвинул прославленный род кыпчаков. Это Балғожаби Жанбыршыұлы, дед Ыбырай Алтынсарина, управлявший Узын Кыпшакской волостью и к мнению которого вынужден был прислушиваться оренбургский генерал-губернатор, и его преемник, уже в 12 лет начавший вмешиваться в дела управления Средним Жузом, Досполби Корлбайұлы, а также Бимендбет Есеналиұлы, прозванный за раннее участие в управлении не только кыпчаками, но и всем Средним Жузом Балабием. В последующее время, в период нахождения в составе Российской империи и Советского Союза, и до сих пор выдающиеся сыны племени Кыпчак продолжали и продолжают оказывать огромное влияние на развитие казахского народа и нашей любимой Родины. В их числе лидеры национально-освободительного движения 1916 года, так и не побежденные царскими войсками Амангелді батыр Иманов и Кейкі батыр Көкембайұлы, а также прославленный казахский палуан, рекордсмен, чемпион мира Хаджимукан Мунайтпасов. Один из первых казахских просветителей, поэт, писатель, основатель казахской системы школьного образования Ыбырай Алтынсарин. Один из наиболее ярких представителей казахской национальной интеллигенции начала XX века Мустафа Шоқай. Видный комиссар, один из лидеров советского Казахстана Алиби Джангильдин.
народная поэтесса Советского Казахстана и Советского Союза, популярнейшая культурная деятельница Марьям Хакимжанова, казахский ученый, академик, профессор с мировым именем Шабден Балгожин, казахский народный композитор, певец, всеми любимый акын Иман Жусуп Кутпанула, знаменитый казахский писатель, поэт, лидер патриотического движения в казахской литературе Мухтар Шаханов и многие-многие другие. Вообще, трудно не только описать, но даже представить значение кыпчаков в истории казахского государства и казахского народа. Во все времена они стояли в первых рядах борцов за свой казахский народ, за свою казахскую землю. Ведь даже само слово «казах» пришло к нам из кыпчакского языка и переводится как «избравший свободную и вольную жизнь». Да, кыпчаки дали много и многое. И пусть Аллах хранит этот древний и бесстрашный род, который всегда готов выступить во благо нашего Казахстана куда угодно и против кого угодно. Подписывайтесь на мой канал «Сделано в Казахстане», и вы узнаете здесь то, что больше в других ресурсах вряд ли покажут или расскажут. Бірлігіміз жарасын, қыпшақ руы жасасын ағайын.